Мына сұрауларны енді бере аласыз біздің жетекшілер бізге. Нәрселер сізден бір шүй. Мына әйдәгіз мына шундай әңгәмәне үткәрәбез инде, оештырабыз. И у нас получается сейчас три группы. Им нужно как минимум 3 класса. У нас 11 класс. Сколько уходит? 1, 2? Двое. У нас освободится 2 класса. Но вот видите, в этом году мы не смогли открыть 3 класса, хотя было более 100 желающих, да, мы смогли 2 класса открыть. Почему? Потому что ушло только 2 четвертых. Опять же, со второй сменой, с этими кабинетами, просто катастрофически получается. Нам нужен большой кабинет. Да, на 27 человек. А дают кабинет на 20 человек, который там вообще не умещается. Но в условиях пандемии нас требования такие, что мы не имеем права ходить из класса в класс. Если раньше мы ходили математика в один кабинет, русский в другой, физика в третий, то сейчас мы вынуждены находиться в одном кабинете. Такое положение сколько будет существовать? Пока вот это здание не будет. Нет, пока. А можно, допустим, вот актовый зал разделить хотя бы пополам? И пользоваться, допустим, сделать из него дополнительно. Если так пойдет, то мы будем до 11 класса так и сидеть. Да, мы пацаны. Да, есть объективные причины. То, что проект заказали, проект он же не делается в один день, понимаете? Есть временной характер еще всего этого, даже того же ремонта. Я вот как мама, как бабушка, меня волнует вопрос первых классов очень сильно. То есть сейчас у меня ребенок на подготовке, мой младший сын. Опять же, понятно, что возможно из-за того, что не хватает класса, места, не все дети попадут, а дети все замечательные. И все-таки в такой период, да, нигилизма, который происходит в других школах, не хочется, чтобы наши дети вот теряли вот этот быт наш, культуру, этнос, уходя в другую школу. Переживаю, вот они подружились, вот сейчас 3 группы, да, правильно сказать, они подружились. Вот представляете, как это будет для детей болезненно, да? И, естественно, мы просим вот помощи, если есть, оказать содействие вот в открытии этого здания. Еще очень проблематично, у мальчиков нету возможности заниматься трудом, как положено, со станками, чтобы у них, как говорится, руки были при деле. Тоже нет возможности. Ситуация какая? Для того, чтобы кроме этого корпуса еще построить один корпус, это столовая и плюс спортзал, необходимо вынести сети. А там проходит газовая труба, магистральная, теплотрасса, канализация, водопровод. Это все надо вынести, потом только строить. Поэтому уйдет время большое. Я просто к чему склоняю разговор? Есть ли возможность сейчас в этом корпусе обучать детей? Там в каком состоянии вообще это самое? Классы есть, где можно обучать? Туда, может быть, несколько классов пока туда перевести, может быть, старшеклассников наоборот. А там 3-й, 5-й класс здесь спокойно занимались. Хорошо, мы этот вопрос проработаем. Не знаю. Но вы знаете, труды это, конечно, программа максимум. Программа максимум, это здорово. Нам бы сейчас просто уроки проводить бы, да, ведь? Просто. И просто бы вот со второй смены им как неудобно. Все-таки вот. А многие дополнительные занятия, кружки, на которые дети ходили, посещали, они во вторую смену идут. И совмещать, допустим, со школой это уже не получается. Наше правительство поставило задачу уходить от многосменных занятий. Это во-первых. А во-вторых, мы учебное заведение, которое работаем не на микрорайон, а на город. Вот эта проблема второй смены очень сложная для решения в нашей школе. Мы хотим максимум детей взять, всех. Хотелось бы принимать в стены школы всех детей татар-балалары, которые к нам просятся. И мы, по большому счету, и обязаны бы это сделать. Мы видим, что не умещаемся. Если мы ставим цель в одну смену постараться уйти, то нам придется минимум, не минимум, а не более 2 классов первых брать. 5-й класс переходят из 4-го. Им тоже, например, один из классов, ну какой-то сделать конкурс, и один из 5-х классов, но он будет не 3 5-х, а будет 2 класса. Ну, в 2010 году, зная вот эту ситуацию, что она такая будет, мы здесь организовали научную конференцию. Научная конференция называлась «Изучение татарского языка в поликультурной среде». Вышли с инициативой открыть в Самаре 2-ю школу. И мы понимали, что одной школы очень мало, потому что у татар очень большая тяга к изучению родного языка, татарского языка, изучению своей культуры.
И вопрос изучения родного языка в монокультурной среде, она возникла. И мы, если вы помните, после этого начинали усиленно работать, мы собрали больше 1000 подписей, давали губернатору, у нас были встречи, и здесь, если вы помните, нам давали даже школы, но правда школы дали в других местах, ту школу, которую мы хотели в промышленном районе, где на советской армии, нам отказали. Зная и эту ситуацию, то есть и губернатор в курсе, и все, в принципе, руководство, не только здесь, скажем так, и в Татарстане, и председатель Всемирного конгресса в курсе, что вот такая ситуация есть в Самаре. Мы вышли с инициативой, чтобы вот это помещение, которое рядом нам дали. То есть мы, потому что, знаете, сколько мероприятий проводили, сколько встречались, и мы над этим работаем. Сейчас мы идем по другому направлению. Мы в Кошелево где-то 100 татарских детей сейчас берем на обучение, то есть уже там начинается обучение. Мы сейчас будем проходить, чтобы такую ситуацию, может быть, как-то это в других школах, где татарские дети обучаются, мы будем туда входить, это как родную речь. Мы пойдем и по этому направлению. Мы реально понимаем, что на сегодняшний день вот два вот таких, скажем так, первая группа, вторая группа, третья группа. И вы знаете прекрасно, что когда 1 сентября начинается, мы только обращаемся там, этого ребенка берите, другого берете. То есть у меня только звонков где-то 100 человек больше, может быть, и вот меня Хвет Митхатовичка тоже обращаются, и Гарри Мировичка, всем обращаются, начинают обращаться, хотим, чтобы татарские дети обучались, и давайте это. Мы понимаем, что татарская школа тоже не резиновая. Даже если мы построим этот пристрой, без все равно күпме татарлар бар, без не сможем быть кем-то обучать. Но на сегодняшний день, то есть, чем мы вам можем помочь, вот то, что касается пристроя, мы сейчас над этим работаем. Все, то есть это все как бы более серьезно, мы понимаем эту ситуацию. Но сказать, скажем так, что это завтра решим этот вопрос, мы тоже не можем. Эта проблема на сегодняшний день есть. Мы можем сейчас только выйти на руководство области, на Министерство образования и вот эти вопросы поднять. Наверное, давайте попробуем организовать встречу в Казани с Конгрессом. То есть я хочу как бы вот учителей взять, скажем так, или пригласить, скажем так, руководство. Здесь пригласить, может быть, Министерство образования, правительство людей пригласить. И вот собрать, и, может быть, учителя подготовить, и вот это все покажут. Потому что действительно эта проблема есть, и власти должны знать эту проблему. Но этот вопрос сейчас, вот так очень сейчас, какой у нас номер один вопрос идет, перепись населения. Если хазар без безне покажем, что без анда, без куб, без я будет легче бы вопрос решать тогда. Если без я, без хазар покажем уже безне сам на эзрек, без я скажут, да сейчас что-то татарлар, сейчас юг, скажем так. Поэтому еще в таких сложных ситуациях нам еще придется работать, чтобы татарлар еще и ясынар татарды. Но без старшего без. Рахмет Радик Фетович Сагардагас. Безге просто в следующий раз учителям надо будет какой-то направленный торга, чтобы подготовиться, чтобы здесь скачаем уже руководство встречаемся, а конкретно по каждому направлению. Если вы заглянете официально заявленные наши 2 кабинета родного языка, ну, конечно же, это какое-то вот в свое время, может быть, было по достаточному времени, не соответствующее, не нивелированное даю. У нас в нашей школе очень богатый опыт, наработанный работой сотрудничества с Татарстаном. И последнее, наверное, наше такое достижение, это вот то, что в нашей школе заработал клуб самоуправления «Сялет Самара». И я хотела бы обратиться именно к Конгрессу, конечно, представителям Конгресса. На практике, когда мы организовывали эти смены, эти семинары, эти мероприятия, мы сталкивались с большими финансовыми проблемами. Цену путевок родители не могут себе позволить, многие, получается, они-то, Татарстан себе может позволить, а наши дети и родители, как получалось, не могут. Если, например, есть дети, у которых нет отца, там, матери, воспитывают бабушки, мы, конечно, этим детям готовы оказать, и мы соберемся общественность, и мы поможем. Но если баланова ратасы, анасыба, и без еще будем баланы и терге, в принципе, конечно, без постараемся что-то не но она тоже сыркенсенная. В этом вопросе мы столкнулись с такой ситуацией, что дети хотят, а родители, то ли менталитет у нас без них, это я вот, а родители не могут себе позволить оплату таких смен. Вот такая проблема у нас была.
Где-то, если можно какие-то льготы сделать, мы выйдем, поговорим с этим, потому что я как бы сейчас только об этом слышу. Если какие-то есть дети, которые там отлично учатся, участвуют в общественных делах, скажем так, мы готовы рассмотреть, там, кого-то оплатить, скажем так, не готовы. Если там нужно там автобус, что-то такое, тоже, скажем так, может помочь. Мы должны быть по одну сторону баррикад, правильно? И педсовет, и родители, и общественные организации. Мы все заодно. Мы собрались для того, чтобы наши дети учились, изучали родной язык, получали духовную нравственность в этой школе. И понятно, что сейчас большая проблема с нехваткой помещений. Но для этого мы здесь и собрались, что каким-то образом из этой ситуации выйти. Если мы говорим о том, что в этом помещении, в пристрое необходимо посмотреть классы, где можно разместить детей, а может быть не для обучения, а вот именно для того, чтобы где-то девочки могли заниматься вышивкой, ребята где-то там на станках могли работать. Почему бы нет? Что касается лагерей, наверное, надо подумать, куда детей в бюджетные лагеря размещать. Потому что есть возможность размещать бюджетные лагеря, где платить практически не приходится. Вот этот момент, наверное, надо рассмотреть и как-то разделить. Следующий момент. Поощрение учителей. Наверное, надо подумать, какие-то гранты, очень много грантов сейчас в Татарстане разыгрывается. Наверное, когда председатель Всемирного конгресса татар приедет сюда, Данис Ванильевич, он объяснит, какие гранты есть и где можно будет участвовать и каким-то образом поощрять за счет этого учителей. Ну и следующий момент – это перспектива строительства нашего пристроя, расширения школы, реконструкции, можно так назвать. Я уже как бы в первой части выступления говорил о том, что проблема сейчас возникла в том, что необходимо произвести вынос сети. Проект, по идее, на реконструкцию школы есть, он проходит сейчас экспертизу, и если мы решим вопрос по выносу сетей с проектированием, то мы выходим уже на получение разрешения строительства. Следующий этап – это выход в бюджет и включение в бюджет затрат именно по самим работам. Поэтому алгоритм действий нам прекрасно понятен, мы по нему будем действовать. Еще раз напоминаю, что все эти вещи, которые мы производим, мы делаем сообща. У нас на сегодняшний день, Аллах Шикер, разрозненности между общественными организациями никаких нету. Сообща мы все вопросы решаем. И поймите правильно, что мы по одну сторону баррикад с вами. Я буквально где-то перед Новым годом мы с Ильнуром Зернуровичем были в школе 7-й, это в Кошеле проекте. Там где-то порядка 100 детей готовы изучать родной татарский язык. Это очень приветствуется, мне поблагодарила и учителей, и родителей, и детишек, вручили подарки. Вот это вот как бы одно из направлений, где можно изучать родной язык. Мое вот состояние после разговора про то, что вот сказали, что во многих школах можно организовать изучение татарского языка. Это прекрасно. И, пользуясь случаем, хочу всех пригласить 27 февраля на спортивную лыжную базу «Чайка». Там будем проводить День здоровья. То есть много спортивных мероприятий, всевозможных детских игр. Это понятно, что лыжные гонки в первую очередь, перетягивание канатов, футбол и так далее, и так далее, и так далее. Надеюсь, что с пристроем, с этим зданием у нас все-таки сдвинется с места это дело. Аллах-Брице, все у нас получится. Будем ждать наших гостей из Татарстана. Вопросы совместно, я надеюсь, мы будем решать.